Здравствуйте, люди! У меня есть один вопрос. Вы слыхали что-нибудь о Фомагуста, город-призрак? Если нет, я расскажу. Это самое интересное место острова, потому что там есть старая история и новая история. Новая история такая. 1974 год. Здесь была война. Это был самый шикарный курорт острова, и не только острова. Потому что там были 4-звездный, 5-звездный, 6-звездный, говорят, был 7-звездный отдел. Отдыхали Мерлин Монро, София Лорен, Марлон Брандо, Бриджит Бардо. Вообще все известные были там. Это был грецкий курорт. Пришли турки и сказали греки: у вас есть сутка, уезжайте. Война все-таки. Греки подумали, что вернутся через неделю, и выбрали, что могут только с руками. Так не вернулись ровно 40 лет. Это стык закрытый, и выглядит очень странно. Огромные отели на берегах моря, самая красивая лагуна, пляжи. Все пусто. Выглядит чуть-чуть как Припять. Без радиации, конечно. Но самое главное, что это только один квартал стоит закрыт из города Фомагуста, называется Вороша. Он закрыт, потому что, чтобы турки не трогать их недвижимость, Объединенные Нации сделали заграждение, и поэтому никто не живет там. Фомагуста — это не самое интересное место, этот город-призрак. Фомагуста — самое интересное место — это старый город. Это был один из самых богатых городов в мире, когда Венеция владела весь Средиземном море. Говорю, 15-16 век. Значит, венецианцы сделали огромную крепость, и она стоит нетронута. Большой ров вода. Вообще была неприступная. 16 век, опять эти коварные турки, они всегда везде лезут, конечно, атаковали этот крепость, не могли брать. Тогда они обкружили и начали ждать. Через год окончила вода и пищу венецианцев. Турки сказали их: уезжайте, мы вам пустим, бла-бла. Когда открыли дверь, они все порезали, повесили по кораблей. Вообще было страшно. Когда вошли в город, сломали все церкви в половину. Что вы видите, что было, что сделали? Сейчас, сегодня можно увидеть 13 сломали половину церкви. Самая большая катедрала, Святый Николай, она огромная, сломали крышу и сделали мечети. И каждый день в этой мечети. Это опять не самое интересное. Самое интересное, что этот крепость Аттила задушил Дездемона. Шекспира, если читали, конечно. Значит, прототип героя Шекспира, он не назывался Аттила. Она тоже не называлась Дездемона. Это были реальные люди, и это реально случилось там. Он был офицер из Венеции, Мавр. Его послали в этот гарнизон, и он там задушил ее. А вы знаете, почему задушил? Она не готовила вкусно. И он терпел, надоело, и я кончу с ее. Шутка, конечно. Значит, у Мавра такая традиция. Когда девушка любит кто-нибудь, дает маленький платок как символ своей любовь. У Аттила был коварный друг Яго, который завидел их любовь. И он украл из Дездемона этот платок и поставил в руках другого мужчина. Когда Аттила увидел это, подумал, что она изменила, сразу задушил, потом жалел, но было поздно. Он сделал это на одну башню, в этот крепость, потому что он жил там, он был офицер там. Это одна из самых известных башен в мире, башня Аттила. На фоне этой башни, это такая моя традиция, мои клиенты душатся, конечно, я делаю фотки потом ВКонтакте. Или, если хотите, я могу, или вы мне. Вообще, душимся, традиция такая. Она скрепляет отношения в семье. Так, это опять не самое интересное. Самое интересное, что вы пришли в Кипр. Если пойдете, сейчас находимся в Южный Кипр. Если пойдете со мной, потом будем в Англии, после Англии будем в Северный Кипр. Когда будем в Северный Кипр, у вас будет смс: добро пожаловать в Турцию. Потому что там турецкий оператор. Значит, 4 государства за 4 часа. Нет такое в мире. Значит, я делаю это 3 года, каждый день в сезоне. И, в принципе, могу сказать, что знаю очень много о истории Кипра. Я болтаю 3 часа без остановки, я как балалайка. И скажу вам почему. Потому что я не гид. У гидов проблем такой. Они говорят только, что начальник написал. А у меня есть друзей этой стороны и другой стороны. И могу сказать, что знаю очень много о реальной жизни Кипра. Даю вам один пример. Никосия. Это столица Кипра. Если знаете, это осталась единственная столица в мире, разделена на 2 частей. Граница идет через город. В турецкой стороне Никосии есть в больших горах. На этих горах турки сделали огромный флаг Северного Кипра. И он, правда, огромный, потому что он гинет как самый большой флаг в мире. 6 футбольных поля. Ночью этот флаг светает как дискотека и моргает, чтобы тормозить греки. Греки, как интеллигентные люди, ответили очень интеллигентно, построили огромные свинофермы на границе, чтобы пахнет турки. Они не кушают свинину. Вот такой диалог идет на этот остров. Это из реальной жизни острова. Значит,
эти прогулки, потому что это прогулка, это не экскурсия, это очень индивидуальная личная прогулка. Эти прогулки я делаю в сезоне 2 раза днем, утром в 8 часов, после обеда в час. Первое, пойдем в старый город, как сказал, там очень красиво, один из самых богатых городов в мире. Делаем фотки там, есть башни, волосы. Вообще, поменяйте свой аватар ВКонтакте. 70% из моих клиентов сделали это. Потом душимся на фоне башни от тела. Потом у нас будут церкви тамплиеров, Ричард Длинное сердце. Вообще все боялись в этот город. После этого пойдем на город-призрак. На самый лучший пляж купаемся. На самом заборе города-призрака у меня есть бинокль. Смотрим внутри, что делают солдаты. И другое главное, люди, у меня есть очки с камерой. Все, что вижу и говорю, все записывается на фильм. Потом у вас будет фильм с вашего участия и с Фомагуста. На память на весь жизнь. Никто не делает это. Другое, мы на пляже. У нас есть большая холодильная коробка. Пьем пиво, вода безалкогольная. Все включено. После этого пойдем на рынке, там 2 раза дешевые, чем на этой стороне, и вернемся. Это 4 часов, может быть. Значит, как сказал, это делаю это 2 раза днем, каждый день в сезоне. Работаю только с русским, у меня есть сайт, он только на русский, famagustakайф.com. И у меня есть группа ВКонтакте, море плюс солнце плюс Кипр равно на кайф. Значит, эта прогулка стоит 35 для человека, для взрослых, и 20 для маленьких, как сказал, включая пиво, вода безалкогольная и этот фильм, который потом будете брать. И самое главное, я могу поменять эту прогулку любой час, что вы хотите делаем. Вообще, это все индивидуально. Так что, если хотите увидеть это самое интересное место острова, я могу показать вам это. И это не только Фомагуста на этот остров. Весь Северный Кипр очень интересный и, как сказал, это моя специальность. Так что, люди, жду ваш заказ.